Мои братья, хочу четко подчеркнуть тот момент, если у кого-то из присутствующих с этим братом были какие-то дела, например, этот брат был должен ему что-то в этом мире, выйдите вперед и скажите семье. На самом деле это не вопрос гордости, это вопрос права. На самом деле это сунна посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Или если в свое время покойный подшутил над вами, или однажды задел вас каким-то словом, то простите его. Или если однажды между вами и ним произошло что-то, чем бы это ни было. Клянусь Аллахом, братья, это время и момент, когда мы полностью прощаем друг друга ради Аллаха. Если сейчас есть что-то, что принесет пользу этому брату, то это наши дуа, наше прощение его и прошение за него у Аллаха, чтобы он также простил его. Братья мои, как мы уже сказали прежде, сейчас мы пришли на могилу, на кладбище. С какой целью? Зачем вы здесь? Зачем мы здесь? Я начал видеть одни и те же лица в этом месте. Какой урок вы извлекли из последнего посещения? Что мы уносим домой, когда приходим к могиле? Мы пришли показать свои лица. Думаете, этому брату сейчас нужно, чтобы вы пришли просто показать лица? Брат, ты ходил? Да, альхамдулиллях, я сходил. Я показался в этот день. Нет, если вы здесь не для пользы, если вы здесь не для того, чтобы извлечь урок, не для того, чтобы изменить жизнь, тогда зачем вы здесь? Знаете, братья, много лет назад я был в Сирии, и я посетил одну из могил, одно из кладбищ. И на воротах кладбища была табличка, очень интересная табличка. И на табличке, которая висела перед входом на кладбище, говорилось, не удивляйтесь, это говорится от лица умерших. Там говорилось, не удивляйтесь нам. Вчера мы были как вы, но завтра вы станете такими, как мы. Не будьте шокированы, приходя сюда. Здесь не от чего шокироваться. И не надо жалеть брата, клянусь Аллахом. Не жалейте его, лучше пожалейте самих себя. Как вы проживаете жизнь? Как вы живете? Какой смысл нашего существования в этом мире, мои братья? Чтобы есть, развлекаться, красиво одеваться, носить дорогие часы, безумно водить машину? Вы правда думаете, что Аллах, пречист Он Всевышний, вы думаете, Он заскучал, ему нечего было делать? И Он создал людей, чтобы они проводили жизнь, соревнуясь между собой в этом? Вы правда думаете, что в этом смысл нашего существования? Или же пречистый Всевышний Аллах создал нас для чего-то куда более великого? Братья мои, жизнь это не шутка. Это не шутка, она была создана с определенной целью. И мы стоим здесь и видим много разбитых сердец. Отец, вероятно, стоит неподалеку. Но правда, спросите себя, сейчас, в этот момент, какая польза этому брату от дома? Какая польза этому брату ото всех денег в мире? Какой толк от AMG, от Lamborghini, как бы вы это ни называли? Какая сейчас ему польза от этого? Какая ему польза ото всей этой роскоши? Нет никакой пользы. Нет никакой пользы, неважно сколько нулей. Теперь от этого нет пользы. Из гранита у тебя будет дом или из бруса, разделенная это будет постройка или совмещенная, сколько в ней чего. Теперь от этого никакой пользы, это ушло. Что есть жизнь этого мира, кроме как не обман? Это сон, иллюзия. Почему это сон? Потому что, чтобы поверить в сон, вы должны что? Вы должны спать. Али бин Абу Талиб сказал, вы спите. Придет смерть, и вы проснетесь. Эй, Хазрат! Где я сейчас? Слишком поздно, вы не можете вернуться назад. Знаете, братья, я про себя думаю. На самом деле, давайте поставим вопрос, я бросаю вызов каждому. Если бы вы могли поднять живым любого человека на этом кладбище, мусульманина или не мусульманина, если бы мы могли, давайте просто представим на минуту, что мы могли бы взять этого брата и поставить, и у него была бы всего минута жизни. Как вы думаете, как бы он провел ее? Что бы он делал в эту минуту? Мы смотрим и думаем, мне жаль этого брата. Опять же, не жалейте его. В исламе нет такого понятия несчастный случай. Он был еще так молод и так далее. Нет, нет. Аллах решил, что он умрет еще за 50 тысяч лет. До сотворения небес и земли.
На этой пуле уже было написано его имя, нравится вам это или нет. Этот день, это место, эта местность, все это по постановлению Всевышнего Пречистого Аллаха. Вопрос в том, как вы живете, как он жил, в каком положении он был, когда покидал этот мир. Как вы проживаете свою жизнь, братья мои? Сколько еще посещений, сколько еще напоминаний, смертей нам нужно увидеть, чтобы мы с вами проснулись, остановились и поняли. На что мы тратим свои жизни? На что? Для какой пользы? Итак, я спрашиваю, если мы возьмем его, брат, как бы ты провел минуту? Только сейчас он поймет ценность 1 минуты, пречист Аллах. Теперь он познал ценность. Если бы я только мог дать всего $1 милостыни, я бы нашел это здесь. О Аллах, если бы я только мог сделать всего 1 земной поклон, всего 1, я бы нашел свет от этого земного поклона в своей могиле. Но теперь слишком поздно. Теперь слишком поздно. Зачем мы здесь, мои братья? Зачем? И как вы пойдете домой? Да простит меня Аллах, мое сердце горит. Почему? Потому что сейчас все в нашей религии превратили в культуру. Я упоминал об этом. Теперь визиты на кладбище, на могилы стали такими насыщенными. Парни приходят, держат свои телефоны, записывают и не могут дождаться, когда придут домой. Выложат на Facebook, чтобы у меня были лайки на странице. У нас слепые сердца, слепые глаза, слепые уши, глухие, немые, слепые, как Пречистый Аллах описал в Коране. Уфман, да будет доволен им Аллах, представьте, сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда он пришел к могиле, он плакал и плакал. Сахабы спросили: «О, Уфман, почему, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о смерти, ты никогда не плакал? Когда он говорил о рае, ты не плакал так? Когда он говорил об адском огне, ты не плакал так?» Что сейчас тебя так задело? Он сказал, потому что это начало, и это действительность. Если ты спасешься от могилы, то и остальное твое путешествие будет успешным. А если вы не спасетесь от могилы, то в этом случае все последующее будет намного тяжелее. Мы сегодня пришли, постояли, показали себя, немного сделали дуа, позвали проповедника, прыгнули в дорогие машины и о чем говорим по пути домой? Может, не сейчас, сейчас же Рамадан, но обычно. Поехали, поедим чего-нибудь. И не дай бог это затянется, читай уже намаз, шейх. Разве мы не заняты? Разве не надо ехать на работу? Это твоя жизнь. Приди, приди и скажи, это твоя жизнь. Поверь, это твое жилище. Сюда ты придешь. Это настоящий дом, и в нем не будет различных гранитных построек, никаких женщин, брат, ты один. Ты один. Вот действительность этой жизни, здесь, в этой яме. Что ты приготовил для этого? Что ты сделал? Когда, братья мои, когда мы начнем менять свои жизни? Нет, правда, вы не видите, что происходит в умме? Мусульмане убивают мусульман. Правда, мусульмане убивают мусульман. Знаете, я хочу поделиться с парнями, которые пришли. Простите меня, опять же, как я сказал, я знаю, это не Коран и Сунна, чтобы цитировать, но я должен высказать правду, что у меня в сердце. Я помню, был один такой старый фильм, и в этом фильме играла одна очень известная песня. Клянусь Аллахом, пока я ехал, слова из этой песни пришли ко мне на ум. Текст, слова. Даже неверующие могут сказать: мы с вами в каком-то наваждении. Слова песни. Там пелось, почему мы так слепы, что причиняем боль самим себе. Хочешь доказать кому-то что-то? А кто заплатит цену? Мать, отец, брат, жена, дети, братья и сестры. Их жизни изменились на всю жизнь. Потому что кое-кто хотел быть плохим парнем и доказать кому-то что-то. Но это еще не все, что меня тревожит. Знаете, что еще хуже? В наших сердцах мы прославляем этот образ. Любим этот образ. Мы выросли на этом.
У меня новости для тебя, брат. Каждый, кто живет этой жизнью, кто выбрал эту жизнь, вы скот. Вы хуже скота. Есть очень сильное мнение, что тот, кто убил мусульманина без причины, он никогда не войдет в рай. Не надо думать так, дескать, иншаллах, совершу хадж. Нет, вы играете в игры с Аллахом. Когда это изменится? 22-23-летний, здоровый как танк, баракаллах. $1 загнал его в землю, $1 загнал его в землю. А мы прославляем эту жизнь. Мы любим этот имидж. Он не исламский. Давайте я открою вам новость, братья. В раю нет бандитов. Нет бандитов в раю. Рай для тех, кто боялся Аллаха. Рай для тех, кто жил ради довольства Аллаха, пречист Он Всевышний. Рай для тех, кто предпочел своих братьев самим себе. Священный месяц Рамадан. Пока мы с вами сидим дома, готовые к разговлению, этот брат лежит в земле и до судного дня не встанет. В момент, когда Аллах принимает дуа от людей, кто-то решил, пришло время, чтобы я стал крутым парнем. Играют в Бога на земле. Играют в Бога на земле. Это Аллах дает жизнь и забирает ее. И когда ты думаешь, что ты мужик и берешь на себя роль Аллаха, то знай, что Аллах поступит с тобой соответствующе. Аллах поступит с тобой соответствующе. Клянусь Аллахом, братья мои, у меня нет слов, правда. Подобное начало происходить так часто. Стало уже обыкновенным, и знаете, что хуже всего? Мое сердце потихоньку начинает привыкать к этому. Когда я узнал новость, брат, ты слышал новость? 23-летний парень, как он умер, застрелили. Скажи, когда будет похоронный намаз, я буду там, иншаллах. Это уже привычно. То есть, братья мои, пожалуйста, вы здесь, вы смотрите. Какие изменения в вас произойдут, когда вы пойдете домой? Какие изменения? А речь пока о ребятах, которые пошли по наклонной. А есть старые бандиты, которые многим могли бы фору дать. 40, 50, 60-летние до сих пор не совершили хадж. До сих пор владеют домом, построенным на ростовщичество. До сих пор не соблюдают. До сих пор не молятся. До сих пор не постятся. До сих пор. Куда вы катитесь по жизни, люди? Куда вы катитесь? Всех вас ожидает эта действительность. Клянусь Аллахом, она приближается. Клянусь Аллахом, она приближается. Смерть не знает количества, не знает расы, не знает цвета. Когда Аллах говорит «забери его», смерть забирает его. И я снова спрашиваю вас, братья, как вы живете в этом мире? Я приведу мнение ученых и буду заканчивать. Знайте, мои братья, жизнь, которой вы выбрали жить, это то, как вы умрете. А то, как вы умрете, это то, как вы будете воскрешены. То есть, братья мои, спросите себя сейчас. Опять же, вопрос не в нем. Я хочу, чтобы каждый человек спросил себя сегодня. Есть ли вероятность, что я умру до ночи? Каждый скажет мне: конечно, брат, астагфируллах, о чем ты говоришь? Конечно, я могу умереть в любую минуту, но вошла ли истина этих слов в сердце? Насколько мы познали действительность этих слов? Посмотрите на дела, посмотрите на то, как вы живете. Что вы произносите своим языком, Аллах не смотрит на языки. Напротив, Аллах смотрит на дела, на то, что происходит. Иншаллах, шейх, еще какое-то время. Я просто хочу воспользоваться моментом, иншаллах, пожалуйста. То,
тому, как вы живете. Аллах говорит, разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха? Разве не пришло время? Разве не пришло время? Разве не пришло время остановиться, измениться? Разве не пришло, братья? Как вы проживаете жизнь? Какой образ жизни вы ведете? Спросите себя, я могу умереть сегодня? Вы скажете, да, могу. Тогда посмотрите на свою жизнь. Вы молитесь? Поститесь? Читаете Коран? Вы из тех, кто дает милостыню? Вы из тех, чьи сердца дрожат, когда они слышат слова Аллаха? Почему? Потому что если вы умрете сегодня, и вы не обладаете ни одним из этих качеств, пожалуйста, слушайте внимательно. Некоторые ученые сказали, что каким образом вы умрете, когда Аллах заберет вашу жизнь? Если вы не молитесь, значит, вы никогда не собираетесь молиться. Если Аллах... Еще пара минут. Приходи в другое время, брат. Твой образ жизни, брат. Если вы умираете без намаза в момент смерти, не говорите, он был слишком молод. Не говорите мне, субханаллах, у него было намерение в сердце. Если вы умерли без намаза, это значит, вы никогда не собирались молиться. Никогда не собирались поститься, никогда не собирались давать милостыню. Нет, мои братья, изменитесь сейчас. Позвольте сказать вам, каждый из вас ответственен перед Аллахом за это собрание. Аллах напомнит вам об этом дне в день воскресения. Разве ты не пришел, не стоял, разве не слушал, что ты сделал? Так что, мои братья, мы делаем дуа за брата. И мы делаем дуа за семью, и мы просим Пречистого Всевышнего Аллаха принять его, и мы просим Аллаха ввести его в высшие сады Фирдауса, и мы просим Всевышнего Пречистого Аллаха даровать ему дружбу с посланником Аллаха в раю. Просим Аллаха сделать его из тех, над кем не будет суда в судный день. Просим Пречистого Всевышнего Аллаха сделать наказание в могиле харамом для него, сделать наказание дня суда харамом для него, сделать наказание в адском огне харамом для него навсегда. Просим Всевышнего Пречистого Аллаха объединить сердца верующих, и мы просим каждого из вас, мои братья, упоминать этого брата в ваших мольбах. Я хочу договориться с каждым присутствующим. Вы готовы или нет? Давайте договоримся, да или нет? Ваш брат в этом нуждается. Сегодня, когда вы будете разговляться, все ваши мольбы за него. Не за кого-то другого. Не за какие-то мелкие вещи. Нет, 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 все ваши дуа за него и за его семью. Просим Всевышнего Аллаха смилостивиться над ним. Братья, берите землю не из могил. Берем землю, иншаллах, и бросаем правой рукой. 3 пригоршни правой рукой, как напоминание, что вы созданы из земли и в нее вернетесь.